құрметті зиялы қауым, бүгін сіздермен кездесіп отырғаннан біріншіден өте қуаныштымын. Және мен мына артқылайызге өте алғыс айтқым келеді. Өйткені Балқаштың жағасында тұрмаған жан-жақтан басқа Қазақстанның әр жерінен жүрген жастар биыл Балқаштың проблемасын көтеріп, осыдан 3-4 жыл бойы жұмыс істеп, биыл Балқашта 30-31 майда халықаралық форум өткізді. Балқаш 2024 проблемы решения. Сондықтан енді алғыс айтқым келеді. Енді шын айтқанда бүгінгі шақырғандарыңызға өте рахмет. Мен енді жаңағы кісілерді емес, кішкене давайте опустимся на землю, буду рассказывать вам о Северном Прибалкашье, о городе Балқаш, о его проблемах. И чаще всего, конечно, все говорят, когда про Балқаш, говорят, в первую очередь, это Балқашский горный металлургический комбинат, и о нем тоже сегодня буду рассказывать. Ну, на карте вы видите, что это озеро Балқаш. Вот этот вот перешеек, о котором говорят, недалеко от него находится вот город Балқаш. Все равно я буду немножко говорить про озеро Балқаш. Так. Дальше куда? Налево? Да. Балқаш – бесточное озеро в восточной части Казахстана, расположено в обширной Балқаш-Алакольской котловине на высоте 342 километра над уровнем моря. Северные берега Балқаша, к которым близко подходят от дороги казахского мелкосопочника, высокие, скалистые. Береговая линия довольно извилистая. Берега расчленены многочисленными заливами и бухтами. Очень много островов, их более 43. Наиболее крупные из них это Бас-Арал, Тас-Арал и Алғазы. Северное Прибалкашье – это близко к континентальным засушливым климатам. В холодный период года сюда впадают воздушные массы северно-сибирского антициклона. Весна непродолжительная, частые возвраты холодов и поздние заморозки. Летом малооблачная, жаркая погода, очень большая сухость воздуха и длительные бездождевые периоды. Незначительная облачность обуславливает здесь обилие солнечного света и тепла. Среднегодовая температура плюс 6 градусов, абсолютный минимум минус 39, минус 40, абсолютный максимум плюс 40, плюс 44. Дожди снеговые осадки выпадают очень мало, 60% составляют не более 1 миллиметра. Расчетный слой испарения составляет 1 метр 1 сантиметр, то есть с 1 квадратного метра испаряется такое же количество воды. Сильные ветры вызывают пыльные бури, но их бывает немного, в год их насчитывается где-то около 10 по Балқашскому побережью, по северному. Ну, о том, что водосборная площадь составляет более 413 квадратных километров, уже говорили. Из них примерно 85% приходится на долю Республики Казахстан. Водоразделом на севере является Каркаралы-Актауский массив, на востоке хребты Тарбағатай и Жоңғар-Алатау, на юге водораздел проходит по отрогам хребтов Терскей и Күнгей-Алатау, на западе по Шу-Илийскому водоразделу общая протяженность водораздельной линии около 4000 километров. В Северное Прибалкашье впадают или тяготеют к нему реки Мойынты, Жамши, Топрау и Кубалтай-Узек. Почему тяготеют, вы сейчас сами поймете. Река Мойынты начинается со склонов гор Узажал на высоте 800-900 метров. Далее одна ветвь уходит на восток, другая ветвь теряется в песках, в солончаках в 75 километрах от озера Балқаш. Ну, ширина аллювиального потока, потому что это почти подземная, бывает 200-300 метров, в некоторых местах она где-то до километра. Жамши начинается вблизи гор Корпитай-Нуртай на высоте 1172 метра. Сток формируется в верховьях, затем она переходит тоже в аллювиальное отложение. В низовьях
в 20 километрах Северное озеро тоже окончательно теряется в песках Сарку. Река Кулутаузик берет начало в горах Биктаута, о чем говорили, на высоте 1214 метров над уровнем моря и теряется в 50 километрах северного города Балхаш, урочище Шумкур. Из этих рек самая большая – это река Такрау. Берет начало в горах Кузултас, в центре восточной части Карагандинской области. Длина реки составляет где-то около 300 километров. Тоже теряется в песках, не доходит до Балхаша. Но, как показывают старожилы Балхаша, и показывают статистические расчеты, что в среднем один раз в 8 лет река доносит свои воды, когда многоводные, и доходит до озера. Об этом свидетельствует еще проработанное русло реки в нижнем течении. Вот эти реки мало изучены. Вот видите, наверху вот река Такрау, реки МНТ, они почти все не доходят до озера Балхаш. Проблема в том, что эти реки мало изучены и должны представлять интерес научным организациям. Я думаю, что здесь, наверное, есть научные организации. Вот для вас это должно быть интересно. Для Балхаша, как и для всех водоемов полуаридных областей, характерна большая амплитуда циклических колебаний водного баланса и уровня воды. Следует отметить, что циклические колебания они не являются строго периодическими, то есть они могут быть короткими и они могут быть длительными. Существенные коррективы в режим Балхаша в последние десятилетия вносит антропогенная деятельность, главным образом Капчегайское водохранилище. Ну, на этом графике, если цифры еще видны, тут мелко написано, правда. Тут вот как раз видите подъемы до уровня 343 метра по Балтийской системе уровень озера и падение. Вот самое, допустим, понижение было, вот пока вот, допустим, я работала, это было в 1987 году, когда уровень озера упал ниже критической отметки 340,6 было, а критической отметки считается 341 метр. Если уровень озера упадет ниже этой отметки, оно будет теряться очень быстро. Здесь вот график среднегодового уровня Балхаш за 60 лет. Вот сейчас много говорят о том, что когда будет атомная электростанция, якобы изменений в озере не будет, уровень режима не будет, потому что Балхаш якобы сам по себе имеет циклический характер, то есть он периодически поднимается уровень и периодически падает. Это действительно так, но эти периоды имеют очень большой разрез. Вот, допустим, вот смотрите, 49-й год и 68-й год. За это время вот подъем и уровень озера. Но об этом я еще вот в вековых измерениях еще буду показывать. То есть оно имеет циклический характер, конечно, антропогенная деятельность тоже играет роль, но само по себе, что вот сейчас оправдывать себя тем, что Балхаш имеет само циклическое значение, и оно не изменится, как говорит, наверное, преждевременно. Вот общая схема колебаний уровня озера в 19-21 столетиях. Вот за последние 2 века отмечено 4 цикла колебаний уровня. 1810-1852 года, 31 год спада и 13 лет подъема. 1853-1908 год, 33 года спада и 22 года подъема. 1909 и 61 год, 38 лет спада и 15 лет подъема. И 1962-2005, 26 лет спада и 18 лет подъема. Но в любом случае примерно до 2050 года будет наблюдаться тенденция спада, в связи с тем, что наблюдаются маловодные года. Из-за вытянутости и расчлененности озерной котловины наблюдается большая изменчивость химического состава воды по акваторию. Естественно, где или поступает, там минерализация очень маленькая,
вода почти от Жамбыльской области до горы Таргыл, это вот недалеко даже от нашего города, вода пресная, минерализация 0,7-0,9 граммов на кубический дециметр. А допустимая концентрация для питья это до 1 грамма. А к проливу Узнарал, вот о котором мы много говорим, она повышается. Когда идет западный ветер, она повышается, при западных ветрах минерализация бывает 1,3, 1,5, 1,5 грамма. А когда идет восточный ветер, то есть со стороны, где вот более соленая вода, минерализация бывает 2,3. Ну, Балхаш как раз находится недалеко от этого Узнарала, и мы говорим о том, что Балхаш где-то вот 1,8, город Балхаш 1,8-2 грамма солей в 1 литре. Далее на восток вода, конечно, солесодержание увеличивается. От острова Алгазы, на острове Алгазы это будет около 3 граммов, а уже на самой восточной части вода 3, и в некоторых годах она доходит до 4,5 граммов в литре. Ну, в этом графике минерализация показана. Кстати, здесь как раз минерализация зависит как раз от уровня воды. Уровень падает, минерализация повышается. Уровень немножко поднимается, минерализация уменьшается. То есть вот эта связь вы, думаю, сами знаете. Тоже с циклическим колебанием, внутривековым и вековым колебанием подвергается. При спаде, на многолетнем спаде, причем получается так, когда происходит многолетний спад, вода отходит от берега, соль оказывается на берегу. Большая часть соли превращается в сложные соединения, а какая-то часть, конечно, оно развивается, оно в окружающую среду попадает. А когда происходит, наоборот, подъем воды, естественно, эта соль снова возвращается в озеро, но в какое-то время потом снова вызывает рост минерализации. Вот сейчас говорили про Турангу очень много, но я все равно хочу еще раз рассказать про Турангу, потому что у нас есть особо охраняемые территории в республике. Одним из них от Балхаши является особо охраняемая территория на севере Прибалхаши. Это Туранга, государственный заказник. Туранга, государственный заказник, занимает площадью 48 гектар. В перечень особо охраняемый, как перечень охраняемый объект, сюда входят в основном растения. И прежде всего вот этот тополь. Тополь разнолистный называется, или туранга. Это растение уникально тем, что вообще, почему называется разнолистный? Когда молодое дерево, у тополя листья на одном дереве, 2 вида листьев. Нижние листья очень узкие, а верхние листья, как обычного тополя, такие широколистные. Его называют поэтому разнолистный, да. Это урочище Туранговый государственный заказник находится в 25 километрах от города Балхаш. Это в местности Орта-Дересин. Но сейчас сказали о том, что он пережил ледниковый период. Когда вот образовался, все-таки, когда создали природный заказник, конечно, за ним сейчас следят. Местное население сейчас не рубят и считают, что это все равно священное дерево. Оно уникально тем, что, как уже говорили, что уходит далеко, корни уходят далеко, до 50 метров, питаются грунтовыми водами, которые под песками находятся, выживают в крайне суровых условиях. Когда же сильно жарко, другие растения вокруг погибают, а туранга остается. Растение это южное. Кстати, это растение встречается и на берегу Или, но северная конечность уже завершается на берегу озера Балхаш, на севере Балхаше. Дальше это растение уже на север не идет. Вот небольшая роща под этим названием находится в местности Уштыбек. Это местность
на берегу озера между поселком Швартубек, если кто знает эту местность, и Девятка у нас там есть войсковая часть. И вот в одно время мы заинтересовались, у нас была общественная организация «Балхашский экоцентр», заинтересовались этой рощей, когда первый раз посетили, роща была в ужасном состоянии, она в очень угнетенном состоянии была, роста не было, озеро находилось так далеко от рощи, и к тому же один фермер рощу огородил проволокой и содержал скот. Ну, естественно, пришлось много там государственных органов писать, чтобы освободили это место, потому что объяснять, что это непростое дерево, что его надо охранять, это непростой лесок. Фермера, конечно, грубо говоря, выгнали. И когда мы стали заниматься этим, проводили ребята вот просто элементарно очистительные работы. Вот смотрите, слева это дерево, вот смотрите, как врезалась проволока вот в это дерево. Вот они, вот вся роща почти была больная, абсолютно не было прироста, очень мало было, очень много сухих веток, мало было вообще листьев. Проводили субботники, вот мы выезжали сами с ребятами, проводили субботники, убирали металлолом, убирали ну, любой мусор, потом поливали, потому что другого не было, из озера воду таскали ведром и поливали прямо на месте. И вот в следующие годы несколько уровень поднялся, и вот этот фермер, видимо, все-таки какую-то положительную роль дал, вот этот слой гумуса остался после содержания скота, и растение, вот эта роща ожила, да, появился прирост, появились молодые деревья. И сейчас эта роща, да, не сравнить вот с тем заказником, хотя вот эта роща, считается, в Баштубеке не входит в состав природного заказника, она сейчас в намного лучшем состоянии находится, чем вот этот охраняемый природный заказник. Следующий природный заказник – это Бектаотинский заказник. Ну, про Бектаота, наверное, многие из вас знают. Это урочище в гористой местности, в 70 километрах от города находится на севере. Высшая точка – 1213 метров над уровнем моря. Имеет несколько массивов – Бектаота, Сарахуджа, Комргулжа, Карашока, Жалтас. Горы удивительные, красивые, вулканические породы, окружены тополиными и орчевыми рощами. После зимы на склонах образуются целые каскады небольших озер. Здесь, конечно, можно встретить разного птиц. Кроме тех характерных животных, здесь можно встретить и архара, и джайрана, и всех других вот, характерных для нашей местности. Ну, историю, если проследить, что это прежде всего, это, можно сказать, как путеводитель шелкового пути. Эта местность была издалека видна над торговым караваном, который идут северным путем через Прибалхашье. Здесь, конечно, можно проследить, что есть останки торговли и останки добычи металлов. О природе, о периодах рассвета и упадка, а также богатстве царей можно судить по курганам. Их очень много, этих курганов, вокруг озера Бектаота. В эпоху гуннов оазис считался священным местом. Гунские жрецы делали жертвоприношения в пещере Аулетас. В этом Бектаота проводились переговоры, конные и верблюжьи скачки. Ну, с приходом советской власти были проведены коммуникации, построены пионерские лагеря. Правда, большинство из них сейчас не работают, некоторые используются как красивые домики. Сейчас Бектаота – популярное место отдыха и паломничества. Вот, пожалуйста, наша местность Бектаота. Бухта Бертыс. Бухта Бертыс является неотъемлемой частью озера Балхаш. Вы извините, я иногда... Я извиняюсь.
По рыбно-хозяйственному статусу бухты Бертыс вообще промысловый лов рыбы запрещен, но любительский лов очень широко применяется, но, естественно, он приносит, оставляет возле себя свою нагрузку на их сельскохозносство. Зарыбление позволяет повысить продуктивность бухты и привлечь большое внимание количества рыбаков-любителей. Вот в прошлом году, в 2022-2023 годах, в рамках экологической акции корпорации «Казахмыс Смелтинг» были проведены мероприятия по зарублению бухты Бертыс рыбопосадочным материалом сазана. В это время для оценки их эффективности Балхашский филиал Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства проводил исследовательские работы, включающие анализ структуры популяции сазана, а также определение видового состава, структура молоди рыб в районе зарыбления. Результаты, к сожалению, отдельных акций, они не дадут столько желаемого результата, сколько если бы было на водоемах предприятия по воспроизводству рыбы. К сожалению, на озере Балхаш нет ни одного предприятия, которое этим занимается. То есть рыбаки на озере Балхаш ловят то, что, как говорится, Кудайдың берген вылавливают. Никто не занимается этим вопросом. Хотя перед каждым природопользователем ставится вопрос, что они занимались этим вопросом. Вот этого нету. И вот, то есть это проблема большая. Отсутствие воспроизводства рыбных ресурсов. Потом должна быть, по-моему, должна быть такая хорошая практика. Когда строят какой-то объект, конечно, любой объект, который строится на берегу водоемов, оно все равно, как вы говорили, что оно чистое, или оно там, допустим, любой промышленный объект, он все равно источник. Он все равно источник загрязнения, он все равно дает нагрузку на природный ресурс. Поэтому в качестве компенсации вот этому новому объекту, в том числе, допустим, вот этот АЭС, то, что живется, наверное, надо обязывать, чтобы обязательно строили вот эти вот заводы или там предприятия по воспроизводству рыбных ресурсов. Только так мы можем сохранить ресурсы. Только не говорить о том, что вот у нас все плохо, что у нас все нарушается и так далее. Ну, перейдем к самому городу Балхаш. История города Балхаш началась в конце 20-х годов прошлого века. До этого это была пустынная местность, были... Всего? Да? Я еще не давно начинала. Ну хорошо, тогда хорошо. Ну не надо мне тогда подробно об этом рассказывать. Ладно. Не, где мы еще послушаем? Спасибо, да, пожалуйста. Ну, ладно. До 60-х годов, до середины 60-х годов город Балхаш пил воду из озера. Потом, ну, конечно, не нравилось нам, потому что минерализация, я вам говорю, что это до 2 грамм, когда допустимо всего 1 грамм. Наши комбинации добивались, чтобы дали воду, нам дали питьевую воду. И вот где-то в 1968 году вот из этой реки Такрау Министерство цветной металлургии дали вот этот местность Такрау, чтобы использовать его для водоснабжения города и промышленного предприятия нашего Балхашского горно-металлургического комбината. Ну, Балхашский горно-металлургический комбинат первую свою медь выдала 24 ноября 1938 года. Вот с 1968 года город пьет питьевую воду. Для промышленности, для предприятия Балхашского горно-металлургического комбината, когда он так назывался, и для других предприятий промышленная вода берется из озера. Ну, самое главное, что вот самое интересное у меня только началось. Рассказывайте. Самое интересное. Вот этот, когда первый раз открыли на Камраде месторождение, это было камрадское месторождение. Камрадское месторождение, там медь была в то время чистая, так можно сказать, потому что содержание было до 5 граммов. Вот сейчас добывают, допустим, да,
0,1, вот такие месторождения есть. А там до 5 граммов, то есть чуть не открыто на местности лежала медь. Естественно, условия были хорошие, и город развивался, и народ хорошо жил, и все прочее. Но все хорошее все равно, когда заканчивается. Медь постепенно слой снижался, и там появлялись примеси. Эта примесь больше всего это была сера. И вот в 60-х годах построили производство по получению серной кислоты из отходящих газов. Отходящий газ прежде всего был вот этот сернистый газ. Из него стали получать серную кислоту и производство серной кислоты. Но производство акрестины, вы сами понимаете, потому что это чистая концентрированная серная кислота, 98%. Оборудование изнашивается быстро. Потом в 90-х годах уже произошел распад Союза. Многие предприятия уже перестали работать. То есть серной кислоты спрос уже уменьшался. И стоял вопрос, куда девать серную кислоту. Были моменты от того, что некуда было девать кислоту, ее просто предприятиям, вот особенно где были химические производства, это вот тогда был Джамбул, Чимкент, этим просто наши предприятия отвозило бесплатно, лишь бы эту кислоту забрали, чтобы ее не сливать в окружающую среду. Потому что надо было добывать. И вот, естественно, за эти 30 лет, вот с 60 до 90 года, это предприятие тоже само пришло в такое изношенное состояние. Оно совпало как раз и изношенность предприятия, и отсутствие спроса. Естественно, и предприятие само стало в убытке работать, потому что многие моменты, сами знаете, в 90-х годах были такие сложные моменты. И в этот момент государство передало на внешнее управление Балхашский горный металлургический комбинат фирме Samsung. Потом оно стало корпорацией Казахмыс. Вы сейчас знаете, что это одно из самых крупных корпораций Казахмыс. Но когда предприятие стало работать, серно-кислотное производство остановилось, и выбросы в атмосферу выросли в 2 раза. Раньше были где-то около 300 тысяч тонн в год, а когда вот начали с остановкой производства, уже не 600, даже больше 700 тысяч тонн выброса в атмосферу происходило. Но правительство само вынесло постановление 482, оно называлось «О развитии цветной металлургии в Республике Казахстан», и дало задание корпорации «Казахмыс», что они разработали мероприятия по оздоровлению окружающей среды. И принято было построить новый серно-кислотный цех. Правда, он строился очень долго. 2 проекта было. В 2008 году серно-кислотный цех построили, и выбросы сократились почти в 10 раз. Сейчас предприятие над этим еще работает. У них по программе в 2025 году, то есть в следующем году, у них должно работать еще 2-я очередь серно-кислотного цеха, и выбросы на 50% сокращаются, то есть будут на уровне 31 тысячи тонн. Вот считайте, 700 с чем-то и 31 тысяча. Естественно, тут очень большая разница. Тем более, знаете, что сейчас в Балхаше развивается туризм. В Балхаше вообще работает около 6 крупных предприятий, из них самое большое это предприятие корпорации Казахмыс. Очень много сейчас оздоровительных комплексов, оздоровительные зоны отдыха, где-то 78 штук только на Северном Прибалхаше их работает. Очень много предприятий малого и среднего бизнеса. То есть малый городок, но оно развивается. Но в Балхаше есть и другие проблемы. На Балхаше на берегу работает еще золотодобывающие предприятия, которые тоже берут воду из озера. В озеро они, правда, не сбрасывают, хвостохранилище у них имеется. Но я вам еще раз говорю, что любое предприятие, какое бы все равно бы считало себя идеальным, это все равно источник загрязнения. Оно имеет и малые, и большие все равно, и в водную среду, и в атмосферу, и в почву и так далее. Сейчас вообще во всем мире идет тенденция не пирометаллургии, а гидрометаллургии. Вот у нас, допустим, этот Балхашский комбинат
оставил после себя очень большие отвалы, Когда вот проезжаете с Алматы, допустим, если в сторону Астаны, проезжаете мимо Балхаша, видите отвалы, да, очень большие отвалы. Вот на этих отвалах уже работает около 15 лет предприятие ТО «Сарказна», ТО «Медная компания Халдрат», которые из этих отвалов, заброшенных отвалов, получают медь. Ну, тоже медь высокого качества. И на Балхаше, кроме этих предприятий, имеется еще... Есть, конечно, другие проблемы. Это вот одна из этих проблем, например, Дарьял-У. Вы, наверное, слышали про это, может, не знаете, что это военный объект когда-то был. Ну, это был российский объект. Потом, когда распался Союз, передали Казахстану. Но Министерство обороны надлежащую охрану там не обеспечило. Произошло, там и пожары были, там и растаскивание было. Ну, доступное предприятие было. А там находятся конденсаторы. Конденсаторы, они увеличивают мощность электроприборов. В этих конденсаторах находится полихлордифенил. Это стойкий органический загрязнитель, вы сами знаете, наверное, да, экологи. Так вот, эти конденсаторы и на землю падали. То есть, где вот сейчас Дарьял-У, эта местность, можно сказать, отравлена вот этим полихлордифенилом. Сейчас в планах нашего Карагандинского областного управления природных ресурсов и природопользования есть мероприятие, которое называется «Рекультивация нарушенных земель на Дарьял-У». Но это мероприятие пока составляется проект, его еще тоже долго делают. Но вы должны понять, что в любом случае всегда так было. На экологию всегда средства выделялись остаточным методом. И они долго делались. Но все равно и сейчас эта практика есть. Вот. Но самое интересное, вот этот Дарьял-У, когда вот эти конденсаторы находились, я уже перед пенсией последние годы работала, и меня руководство просило, чтобы я туда ездила, чтобы я смотрела там, ну, почти как охрана. Я каждый день утром мы с мужем ездили в 6 часов утра до его работы. Ездили туда, смотрели. Я составляла сама с собой без представителя акт, что там все на месте, все замки закрыты, что не растащили и так далее. Со временем привезли из Германии цельные такие, ну, почти что саркофаги. Эти конденсаторы и излучатели собрали, их потом отправили в Степногорск. Но дальнейшая история мне, правда, уже не знакома. Это вот то, что касается Дарьял-У. Ну вот, вкратце, у меня были очень много графики, как эти самые картинки, ладно, не хотите, значит, все. Теперь я хочу сказать, Балхаш – это самое конечное звено вот, Балхаш-Илийского бассейна, да, сами понимаете, если вот судить по высоте, вся территория Алматинской области, ну, часть Талдыкурганской области, город Алматы, все, что вы несете, все, что вы загрязняете, все, что вы кидываете, оно все равно влияет на наше озеро. Пожалуйста, давайте вместе защищать нашу жемчужину, наше озеро Балхаш. Спасибо за внимание.